Всем привет из Бишкека, Кыргызстан. Это вот перед вами дворец спорта, за дворцом спорта Панфилова парк. Сейчас мы двинемся туда. Хотя не знаю, здесь раньше был проход здесь. Сейчас посмотрим, есть здесь проход в парк или нет. Что же там такое за этой калиточкой? Угу. Да, вижу, есть проход, остался проход в парк. А вот на этом месте, смотрите, построили какую-то прямо резиденцию какую-то. Пишпек. Честно сказать, братцы, я не видела такого здесь. Благодаря вам вижу. Давно здесь не была. Что это такое Пишпек, я даже не знаю. Ну, знаю. Видите? Прямо крепость построили. Да, красивейшее здание. О, как красиво построили. Вон, видно, ходит охрана. Но он разговаривает по телефону, с ним поговорить. Ладно. Красивая, очень красивая архитектура обалденная. Настоящая крепость. Ладно, пойдем дальше в парк. Машины возле них вот стоят. Раритетные. Так, наверное, просто как... Ну да. О, смотрите, какой вход туда. Сейчас. Смотрите. Благодарю. Вот, наконец-то поговорили. А вы здесь с кем это как работаете? Как вот при Пишпеке? Швейцаром? Да. Ну, красивый у вас вид. Потому что 19 век. Ну да. Все прямо как вот крепость построили. Просто. В 1825 году город Пишпека был такой крепость Пишпек. Ага. Ну, молодцы. Построили так у вас это поезд. Кинжал прямо такой. Спасибо, 19 век. Ну да, это, а скажите... Самое главное, у нас еда очень вкусная. И да, так это ресторан получается, да? Да, это ресторан Пишпек. Чисто весь огромная площадь этого ресторана, да? Да. Надо будет прийти, попробовать. Пожалуйста, может сейчас зайти? Нет, сейчас я не могу, я же даже не думала об этом. Ну хорошо, приходите. Конечно. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. 19 века. Первый этаж, 19 век, да? А сверху в восточном стиле, но более современный. Более современный. Есть у нас еще, как сказать, на улице. Как летняя площадка, да? Да, летняя площадка. Вы ощутите здесь огромное удовольствие. Да, я думаю. От отдыха, от еды. Так что. Спасибо вам большое. Ну, честно сказать, я уже не помню, что на месте вот этого ресторана Пишпек стояло раньше. Ну, а вот так-то, также аллейка в парк идет. Вот здесь вот корт теннисный. Сейчас подойдем ближе. Там вот про летнюю площадку он говорил. Тут немножко мусорно делают, еще что-то тут достраивают. Вот. Ну вот, сейчас нырнем в этот вот. Ой. Вот, видите, теннисный корт при парке. Вот, пожалуйста. Вот уже звуки аттракционов, червячков, машинок разных. Вот, все такое зелено, хорошо. Ой. В парке я очень давно не была.
И благодарю своего подписчика Валерия из Алматы, который попросил снять мне этот парк. Побуду хоть сама в парке, погуляю. Ну, конечно, вот многие просят, вот очень много просят, снимите это, снимите то. Но вы, дорогие подписчики, вы меня простите, конечно, за долгое ожидание, но у меня времени просто не хватает. Да, кстати, про парк начнем рассказывать. Этот мне дворец, этот, то есть крепость, это Пишпек выбила прямо из колеи. Вот, видите, какой наш парк. Сейчас немножко расскажу о парке нашем. История этого парка уходит очень-очень далеко. Далекий 18 век. Вот, смотрите, цветет. В 1879-80-х годах, 80-м, Алексей Фетисов, ученый-ботаник из города Питера, заложил здесь казенный сад. И в 1883 году в саду уже насчитывалось более 100 тысяч деревьев. И работала школа садоводства для детей. Ну, здесь вот видите, конечно, раньше тут тоже был парк, а сейчас вот наш Белый дом стоит. Вот, смотрите, как красиво. Травка зеленая, арча, березки. Ну ладно. И простирался этот парк, имел огромную площадь от улицы Ленинский проспект, ныне проспект Чуй, до улицы Жбек Жолу, 50 лет, Киргизия, бывшая. Тополя, видите, какие высокие. В 1918 году, во время революции, парк почти весь вымерз. И с 1924 года начались восстановительные работы. Да, до революции этот парк назывался Казенный парк. В 1926 году парк переименовали в парк Красной Звезды. А почему? Потому что все дорожки в этом парке были в форме красной, звезды оформлены. Дорожки в парке были оформлены в виде красной звезды. Путаюсь. А посреди стоял фонтан. Сейчас мы дойдем до туда. О, смотрите, наслаждаются птички, скворцы, афганцы. Жарко у нас. Ой, как он накупался. Еще раз делает так. Накупался и так и такой довольный. Перышки с ними трясет. О, кто-то их напугал. Это вот вход в парк.
Парк имени Панфилова. Центральный городской парк имени Панфилова. Ну, в общем, парком Красной Звезды он назывался до 1942 года. А в 1942 году переименовали его в парк Панфилова. Сейчас там картинги. А в 1938 году половина парка отдали под строительство стадиона. Вот такой. Сейчас здесь очень много аттракционов разных, очень много. Не узнаете уже этот парк. Вот такую огромную площадь он занимал. От улицы Чуй. Улица Чуй называлась до революции улицей Купеческой. И даже Бек-Жолу, тоже до революции она называлась Ташкентской улицей. Вот. Так, друзья. Двигаемся мы к национальной достопримечательности. Разные статуэточки, аттракционов просто море красных. Вот. Нет свободного места, кругом сплошные аттракционы. Смотрите, какие уже деревья высокие. Липа. Фонтан. Это национальная неприкосновенность. Одно время хотели его убрать. Народ возмутился. И все. И этот фонтан сейчас находится в реестре национальной неприкасаемости. Так же, как кинотеатр Алатоу. Вот видите, круг такой вот. И расходятся здесь эти самые, дорожки в форме звезды. Все так и осталось вот в этом виде. Также вот в 1940 году здесь был построен летний театр, открыт на 800 мест. Но где-то он, где он находился сейчас, я даже и не знаю. Вот наш парк Панфилова. Аттракционы, мороженое, детишки катаются. Я люблю Бишкек. Вот парк тянется до улицы Фрунзе. Вот представьте, сколько лет этому фонтану. Молодцы, хоть не разрушили его, сохранили. Этот парк с 1926 года. Значит, фонтан с этого же года. Потому что его с 1926 года парк стали называть парком Красной Звезды. Вон, видите, тоже, ушел, убежал в красной футболочке. Тоже любитель поснимать.
А такой свежий, вот он вроде далеко, а от него все равно идет прохлада. Так что можем гордиться. Национальная неприкасаемость. Такие запахи. Вкусно, как травой пахнет. Ой, как травой пахнет. А там аттракцион, там детишки на поезде катаются. Раньше я так любила этот аттракцион. Так каталась, любила на поезде. Ой. Да и сейчас бы, наверное, прокатилась с удовольствием. Вот смотрите, какие аттракционы сейчас у нас. Я бы ни за какие деньги не залезла сюда. Страшно. Ладно, пойдем дальше. А вот чертово колесо. Уже реконструкция прошла. Его убирали, делали реконструкцию. Также на том же самом месте стоит. Вот такие попугаи у нас на деревьях. Вот, видите, чертово колесо. Но у меня нет желания кататься. Вид сверху показывать тоже нет желания. Может, когда-нибудь по просьбе подписчиков залезу, сниму вид сверху. Так, дальше. Вот видите? Вот такой вот зайдем. Как мне раньше нравилось кататься. О, видите, такой замок тут стоит. Тут комната смеха находится. А вот он сам паровозик. И вот тут, когда катаешься, все работает, говорит, проходите. Вот. Ну, а мы дальше пойдем. Кататься на паровозике не будем. Там прудик, дюймовочка, лягушки. По ходу паровозика. Видите, даже художник работает, домик художника. Он нарисует портрет любой, ваш, еще чей-нибудь. С фотографией может нарисовать. И вот наш знаменитый выход из парка. Вот я уже выхожу из парка. И выходим мы вот так, к театру драматическому. Это Кыргызский драматический театр. Дальше Старая площадь. С левой стороны был дом правительства. Но мы туда не пойдем, я потом как-нибудь сниму те места. Так.
Вот. А там вот впереди Старая площадь. Казахи что-то тут рассекают на своих машинах. Центральный вход в городской парк. Солнышко светит в глаза. Вот так вот. Вот так. Вообще, я считаю, вот эту улицу надо было перекрыть, чтобы машины сюда не заходили. Чтобы люди могли бы спокойно просто гулять, отдыхать вечером, дышать свежим воздухом. Потому что тут так хорошо пахнет травой, деревьями. Вот уже не смотрите, что делается. Это какой-то кошмар, как будто стоянка. Вон, видите? Кошмарище. Нет, эту улицу надо было перекрыть, чтобы сюда не заезжали машины. Если точнее, то парк был вообще переименован в декабре 1941 года. Стал носить имя Ивана Васильевича Панфилова. А 7 ноября 1942 года был открыт вот этот памятник генералу Великой Отечественной войны. Это первый памятник, который был открыт воинам, героев Великой Отечественной войны. Ну вот, друзья, сделала краткий обзор парка имени Панфилова. Парков в Бишкеке много, так что это один парк дружбы, парк Ататюрк, он сейчас называется, раньше назывался парк дружбы, потом еще, по-моему, как-то назывался. Я уже пока сделала видео про этот парк дружбы. Так что, кому интересно, заходите на канал. Там найдете обзор парка дружбы. Сейчас он носит название парк Ататюрк. Вот видите, какая зелень кругом. Елочки, березки. Арча, липа. Вот. Что-то какой-то камень поставили. Сейчас посмотрим. Что-то кому-то хотели, видно, поставить, но так ничего и не сделали. Остались только надписи наших горожан. А вот здесь как будто бы какие-то дырки. Может, здесь было что-то. Барельеф какой-нибудь. Не знаю. Ну вот так. А за парком у нас находится, значит, уже так, что там за парком? Фонтаны тоже, музей бывший имени Ленина. Ладно, это как-нибудь в другой раз я сделаю этот обзор. А сейчас всем пока-пока. Спасибо за просмотры. Заходите на мой канал Вторая Швейцария. Пока-пока.